Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто и что уже идет в вашу жизнь? События на пороге. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Итак, кто и что уже идет в вашу жизнь? С левой стороны выходит образ человека хвастливого, наглого, безобразного, в поведении я имею в виду. Человек, который будет пытаться вас на что-то подговорить, уговорить, в общем, понимаете, да? Подмастить. Очень юркий и ловкий человек. С одной стороны, вы скажете, фу-фу-фу, какая гадость, а с другой стороны, очень артистичный человек. Вот прям можно восхищаться, да, умением, талантом этого человека. Вот если бы талант этого человека дал в правильное русло, успеха бы точно добился, либо цены бы этому человеку не было. Смотрите, что-то вы от этого человека подчеркнете. Как, знаете, чему-то, может быть, даже и научитесь, каким-то маневрам, каким-то, может быть, подходом, прям с толком, с пользой пообщаетесь. Главное, чтобы вы на удочку этого человека не клюнули. Такая, знаете, незаурядная личность идет в вашу жизнь, либо знакомство, либо разговор с таким человеком состоится. Тут и как палка о двух концах. Вроде как и человек пору восхищать, с другой стороны, человек тоже сам себе на уме, немножко такой, знаете, коварненький, назовем это так. Но вижу, что будет вас развлекать, и вижу, что вы что-то таки от этого человека подчеркнете. А может быть, благодаря встрече с этим человеком, у кого-то так и отыграется, вы научитесь как определять, да, врет человек, либо мошенник, что на уме у человека. Да, может быть, даже свои, скажем так, таланты попрактикуете, да, свою интуицию, опять же таки, да, немножечко поднатаскаете. Но как с пользой идет этот человек. Хотя сам по себе человек такой не очень скользкий. Еще с правой стороны у вас здесь очень изобильное предложение. Но за это предложение нужно будет побороться. Скорее всего, это предложение будет не только вам сделано, но кому-то еще. И, возможно, это как, такое, давайте скажем, соревнование, да? Соревнование, кто быстрее, либо кто первее. Предложение действительно рок изобилия. Хорошее, надо брать. Надо не думать, а брать. И надо постараться, чтобы первой ухватить, либо первому ухватить это предложение. Потому что вижу, что столкнетесь с жесткой конкуренцией. Помимо вас там еще целая куча желающих. Поэтому долго и не думаем, хватаем руками, ногами, если надо, то и зубами. Да? И чтобы это предложение было вашим. Такие предложения крайне редко, к сожалению, к нам приходят. Я имею в виду ко всем людям. Да? Предложение очень желанное. Если схватитесь, если, даже не то, что примете, а первой будете, скажете, да, я. Кто хочет, да, я хочу. Не пожалеете, очень даже не пожалеете. Чуть дальше у вас змея. Но змея, которая как мудрость передает, какие-то мудрые слова вам говорит, может быть, на что-то вам глаза открывает, может быть, какую-то тайну перед вами раскрывает. Змея светлая, змея не агрессивная. То есть очень умный человек, который вам на что-то глаза откроет, либо где-то какую-то подсказку умную даст. Человек как случайный мне идет. Случайно, да, случайно столкнулись где-то, случайно разговорились, случайно подошли к этому человеку, что-то спросили, а человек вам прям очень классный совет, либо подсказку дал. Такой прям
умненький человек, на змею похожий. Мне почему-то кажется, что это женщина. И, возможно, у нее либо белый цвет волос, ну, блондинка, да, либо она седовласая, очень мудрая. Холодная, да, может быть, знаете, взгляд холодный, может быть, как обращение такое сухое, но, тем не менее, мудрый совет будет дан. Так, еще в вашу жизнь идет мужчина с пузиком, и ну, вот как сердце свое несет вам. Сердце. В одной руке сердце, в другой какой-то чемоданчик. Может быть, в прямом смысле слова. Вот приедет, любимый приедет, из командировки приедет, с вахты приедет, там, с другого города, например, приедет, либо даже с другой страны. А у кого-то отыграется, что человек, который действительно решил поменять свою жизнь и связать ее с вами. Да, человек не только откроется в своих чувствах, признается в своих чувствах, но и вот прям уже конкретика, да, давай-ка мы с тобой вместе будем. Как жизнь свою хочет поменять, потому что с пожитками идет. С левой стороны какие-то хулиганы, такие, знаете, баламуты. Здесь несколько людей, которые ведут себя непотребным образом. То ли действительно где-то вот столкнетесь с каким-то хамством, с каким-то вульгарным поведением, то ли молодежь там, знаете, по ночам любит шалить, а может соседи у вас такие буйно активные, ночной образ жизни ведут. Вот вижу, что будете вы недовольны этими людьми, и кто-то даже будет разбираться с этими людьми, ну, как призывать к порядку. Там, прекратите мусорить, прекратите кричать, там, убавьте громкость. Соседи спать хотят, да, прекратите. И также, возможно, вот на работе мне почему-то идут люди, которые как с катушек слетают, что попало делают, чудят направо и налево, либо откровенный какой-то брак гонят. Вот. И, возможно, вы как ответственное лицо, либо как старшее лицо будете разбираться с такими людьми, призывать к порядку, может быть, даже какие-то применять воздействия на этих людей, там, в виде штрафов, либо в виде уже как увольнения, да, что-то будет. А они такие вот, правда, как не в себе, может, выпившие, может быть, действительно такие вот неряхи, неумейки, прям будете в шоке от того, что такое вот количество людей и абсолютно неадекватные. Кстати, как нервы даже на них потратите свои, вот эмоции такие негативные получаете в процессе всех вот этих вот брожений, выяснений, решений. Ну как-то так, на вас даже как-то воздействует это все, обстановочка как давит. Здесь у вас как охота, что ли, как на охоту пойдете. Ну, если вы охотник, то охота у вас будет очень удачной, прям удовольствие получите и от процесса, и добыча вас порадует. С правой стороны идет. Ну, а кто-то будет охотиться, может быть, за какими-то дефицитными товарами, либо за тем, что вам крайне необходимо. Да, вот прям охоту там на скидки устроите, на сейлы, на распродажи. Может быть, в интернете будете вылавливать там, где что подешевле. Слушайте, ну довольны будете, довольны. Хорошая добыча вас ждет, очень хорошая. Так, в центре у вас что-то начинает расти, прорастать, причем как-то хаотично это все происходит. На что-то вы долго не обращали внимания, либо что-то, либо кого-то игнорировали. Ну, допустим, у кого-то к вам чувства, а вы там с усмешкой к этому относились, и человек уже там в себя поверил и начнет там, грубо говоря, вас там за руки, за ноги хватать, да, и любовь свою навязывать. У других, допустим, ситуация запущенная, да, что-то вы запустили, вовремя не сделали, и теперь уже, как знаете, эти последствия пошли. Придется в экстренном порядке с чем-то либо с кем-то разбираться. Если честно, будет нелегко, потому что действительно вот дело какое-то немножко запущенное. Вы на меня не обижайтесь, я просто читаю знаки. Вот вижу, что вы вовремя что-то не предприняли, вовремя что-то не сделали, а теперь у вас вот такие колючие терновые кусты поросли. И вам придется их вот то ли обрезать, то ли, ну, в принципе, выкорчевывать. Но что-то вы будете с этим делать. Устанете очень сильно. Хотя у вас тут и будет помощник, но тут помощник только одно название. Все придется, конечно, делать самой, либо самому. Но, опять же, вам это урок. Урок не запускать
да, и совсем вовремя разбираться, либо все вовремя делать. С левой стороны у вас тут птичка маленькая присела, светленькая птичка, с хорошими, благими вестями для вас. Но слева, значит, не ждали. Либо вы ждали чего-то другого. Ну, например, были уверены, что вам откажут, что-то вам не дадут, не позовут, не сделают для вас. А птичка все-таки очень положительная прилетает. Вот, так что еще и порадуетесь. Здесь образ мужчины очень, кстати, похож на военного. Знаете, такая военная выправка, грудь колесом, такой стан у него, и он прям такой весь в форме, мужчина в форме, с правой стороны. Опять же, вы все разные. У кого-то муж военный, может быть, сын военный. Гордиться будете им. Тут может быть и свидание, и визит, и разговор. Гордиться. Есть повод, чтобы гордиться этим человеком. Если вы никак не связаны с военными, с военным делом, там, с полицией не связаны, то, скорее всего, благородный поступок от человека в форме, в вашу сторону. Может быть, вы там недолюбливаете полицейских, да, либо как-то с подозрением относитесь. А вот именно человек в форме для вас какое-то благородство совершит. И вы прям скажете: о, ну бывают же такие люди замечательные. Может быть, вы просто автолюбитель. Будете ехать, там что-то случайно нарушите. Поговорите с полицейским, с этим дорожно-постовая служба. Он вам улыбнется и скажет: доброго пути, и не оштрафует, и ничего вам плохого не сделает. Ну, опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему. Но вижу человека именно в форме, и здесь с правой стороны. То есть благородство, добрый поступок, гордость, уважение. И вообще у вас от этого человека вот восхищение, да, вырабатывается. Вы такая думаете: о, какой классный, о, какой замечательный, да, либо мой, горжусь тобой. И так может отыграться. Но в любом случае это приятный знак, потому что крайне редко людей в форме показывают вот с таким вот благородством по отношению к моим зрителям. А здесь к вам что-то вернется. Либо кто-то вам что-то вернет, ну, либо, может быть, даже животное, да, где-то вот убежал котик, либо собачка убежала, да, погуляла и вернулась. А может быть, курочка, может быть, козочка. А может быть, вещь какая-то, да, которую вы считали потерянным. Вот придет человечек, скажет: а это не ваш или случайно? Вот случайно нашел, вам отдаст. Ну, хорошее такое светлое событие, у вас улыбка будет от этого события. Так, женщина переполняют эмоции. Ей срочно нужно вам о чем-то рассказать. Она уже бедненькая, аж, знаете, до слез. Долго терпела, либо долго вас не видела. Прям бежит в вашу сторону, либо бежит в ваш дом, чтобы вам что-то рассказать. Ой, ну поделится какой-то прям, на ее взгляд, очень важной информацией. А вот там будут вам тараторить, прям время ваше потратить, ну, как обычно, по классике. Я так понимаю, что это либо соседка, либо ваша подружка, может быть, родственница. Но вот ее всегда переполняют вот эти эмоции, она там везде новости всякие собирает, везде какую-то информацию находит, и все это супер важное, и прям охи-ахи. Ну, классика жанра, да. Ну, вы эту женщину любите, вы к ней очень хорошо относитесь, знаете ее такой характер, такие ее повадки. Ну что ж, вот она к вам опять бежит, причем доверху наполнена какими-то новостями. Кстати, для вас не сильно существенными, ну, я думаю, вы уже к этому привыкли. Так, важный разговор с детьми у вас произойдет, важный разговор. Здесь не выяснение отношений, но какая-то ваша либо просьба, либо ваш посыл. Ну вот что-то вы на детей своих направляете, либо на ребенка. И в этот раз вот ребенок как-то себя поведет, ну, нетипично, да. Обычно там ребенок не слушал, либо делал вид, что слушает, либо в общем, своим занимался. А в этот раз прям так и скажет: ага, хорошо, мама, либо папа. Да, может быть, еще совет какой-то у вас спросит. Вы прям так удивитесь, скажете: ну надо же, как подменили. Не, это ваши дети, либо ваш ребенок. Взрослеет, умнеет. Это нормально. Нормально. Разговор, кстати, тут прям удачный у вас состоится. Кстати, у кого дети взрослые, возможно, ваш ребенок вам что-то привезет. Либо денежку привезет, либо какие-то продукты привезет.
знаете, как даже без просьбы, без предупреждения, да, сам инициативу проявляет, приезжает и вам привозит. Прям, знаете, молодец, заботится о вас. Так, еще какая-то возможность, которую вы давно искали. Возможность что-то сделать, с кем-то договориться, либо даже какую-то свою задумку осуществить. Возможность. Она маячит, но маячит она у вас по центру. То есть, в принципе, возможность очень хорошая. Надо брать, либо надо этим пользоваться. Может быть, какие-то еще там детали доделать, либо разузнать. И тогда смело можно пользоваться. Я вижу, что вы будете довольны. Довольны, что эта возможность перед вами открывается. Так, на работе жара. Может быть, другие будут и вольготненько себя чувствовать, а вот вам придется, конечно, работать, попахать придется. Знаете, вот как то ли большой объем загрузки в один момент на вас упадет, то ли какая-то суета даже происходит, как спешка, вот что-то прям срочно надо сделать. И вам придется с этим повозиться. Такой прям адреналин поймать. Ну что ж, это работа, рабочие вопросы. Я вижу, что вы прям даже обрадуетесь, наверное, такой ситуации. Может быть, вы любите в таком авральном режиме работать. Ну, либо такая встряска вам нужна была. И еще, кто у меня занимается работой на земле, в поле, может быть, там сад, огород. Вижу, что вы конкретно какую-то будете делать работу сложную и еще связанную с какими-то, как они называются, химикаты, может быть, какие-то, подкормка, что это может быть даже травить что-то, либо кого-то будете. Ну, в общем, вредные какие-то вещества, ну, либо опасные для здоровья человека. Может быть, они, если их там развести, либо разбрызгать, они не опасны, а когда они, например, в сконцентрированном виде, то это опасно. Ой, будьте повнимательны. И вот вижу, что вы можете как-то то ли в глаз занести, то ли вот куда-то попасть, может, что раздражение пойдет. Работайте, пожалуйста, в перчатках, берегите себя и помните, что вся химия, она все-таки небезопасна для человека и может вызвать нежеланные последствия. Вот, будьте максимально аккуратны. Так, а здесь у меня 2 человека, которые вас либо к себе в гости зовут, либо сами к вам в гости придут. 2 человека. С чем-то придут, с чем-то. Либо если вы к ним пойдете, то они вам что-то дадут. Вот как что-то у них для вас приготовлено, заготовлено, как заранее, да, позаботились об этом, как приобрели для вас что-то, либо нашли, может, у них что-то лишнее было. Вот они для вас это приготовили. Для вас это станет хорошим подарком, приятной такой неожиданностью. Может быть, вы когда-то разговаривали, вы говорили, вот мне что-то нужно, а эти люди вот решили вам это подарить. Да, какой-то визит, такой дружеский визит, то ли вы к ним, то ли они к вам, и вот что-то они для вас уже приобрели. Так, я вижу человека, который очень сильно повлияет на какое-то ваше решение. Разговор с этим человеком повлияет на ваше решение. То ли вы что-то решите делать, то ли вы от чего-то откажетесь, да, решительно откажетесь. Но это идет с правой стороны, то есть это полезно, это то, что правильно. Это то, что для вас нужно. Если вы, кто-то из вас будет обращаться к эзотерикам, очень классный совет получите, либо конкретную вот помощь получите. И если вы пойдете к доктору на консультацию, ну вот точно в обиде не останетесь. Может быть, там к юристу, к бухгалтеру, может быть, еще по какому-то вопросу пойдете. Прям вижу, что вам очень конкретно и хорошо помогут. Очень помогут. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.